День народного мастера Якутия по традиции отметила с большим размахом. В течение 3 дней более 700 мастеров из районов республики имели возможность продемонстрировать свое мастерство и творческий потенциал. В Доме дружбы народов первым делом прошел форум народных мастеров, где обсудили перспективы развития традиционных художественных промыслов и меры поддержки ремесленного сообщества. Здесь же открылась выставка-ярмарка «Якутия мастеровая». Гостей и жителей столицы ждала насыщенная программа – выставки, конкурсы, презентации и мастер-классы. Посетители увидели уникальные изделия, выполненные в традиционных техниках – резьбу по кости, изготовление украшений и утвари. Особое внимание уделено работам, отражающим историческую память и связь поколений. Кроме того, в рамках программы состоялись конкурсы профессионального мастерства, в том числе по созданию панно «Узоры народов России». Мы узнали про конкурс «Узоры России» и хотели участвовать. И всей командой с девочками пришли участвовать. И мы все вместе, каждый педагог по своей специальности сделает такой узор. Это называется «Знак солнца». Я, например, сделала из конского волоса, как я представляю солнце, а девочки сделали есть техника инвентирования, есть декор, есть изваляние, лоскутное шитье с кантированием, из кожи, и есть техника гельоширования. В целом очень нужны такие конкурсы, так как это конкурс показывает профессиональное мастерство каждого педагога. И такие конкурсы дают нам толчок к новому развитию. Здесь они себя показывают с лучшей стороны и сами учатся и развиваются. Это небесный посланник Мезенский конь. Он предвестник мира, добра и благополучия. Это ручная роспись и вышивка. Я занимаюсь национальным шитьем, национальная вышивка. И решила участвовать в конкурсе «Узоры России» именно разных национальностей. И выбрала русский национальный узор «Мезенская роспись». Конкурс очень понравился. Мы шили за 3 дня. Познакомилась с разными мастерами. За время проведения выставок и конкурсов участники успели познакомиться друг с другом, обсудить особенности своей работы и обменяться профессиональным опытом. Такое общение позволяет мастерам наладить новые творческие контакты, поделиться наработками и вдохновиться идеями коллег. В таком масштабной выставке участвую первый раз. Тепраки, конское убранство. Люблю вышивать. Занимаюсь 4 года. Очень нравится заниматься, что-то новое изучать, делать своими руками. Мастерами Блюйского улуса познакомилась, из Мирнянского района познакомилась, еще с аймаконами, ковалили, у кого что получается, обмен опыта. Все больше жителей выбирают для себя путь сохранения и продолжения традиционных ремесел. На сегодняшний день в республике порядка 3000 человек нашли себе дело по душе в сфере народного мастерства. Действительно развивается, потому что сейчас мы были на выставке, где увидели продукции, изделия, которые изготовлены уже совсем молодыми мастерами, которым 20 лет, 25 лет, 30 лет. Это означает, что есть будущее. И это означает, что у нас у народных художественных промыслов большие перспективы. Это наше богатство, это элемент нашей культуры, и мы должны дальше развивать это направление, передавая ее будущим поколениям. Одним из центральных событий праздника стало открытие персональной выставки народного мастера республики Марфы Оконешниковой в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Марфа Васильевна – член Союза художников России, ветеран труда и почетный гражданин Намского улуса. Ее первая крупная работа – большой чепрак, над которым мастерица трудилась 5 лет. Шитье – это всегда большая работа. Сначала зарождается идея, затем ее воплощение. Нужно найти материалы. На это может уйти вплоть до 2-3 лет. Только потом начинается основная практическая работа, которая также занимает большое количество времени. Например, я свой первый чепрак шила за 5 лет.
На выставке представлены женские нарядные зимние комплекты, выполненные в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства. Палантины, чепраки, платья, традиционная обувь и сумки. В своих работах мастерица использует орнаменты, вдохновленные природой и культурой народа. Марфа Васильевна всю свою жизнь работала библиотекарем в селе Партизан Намского улуса. И уже когда решила заняться народным мастерством, шитьем, народно-художественными промыслами, она стала уже вовлекать в ряды именно знатоков и любителей именно якутской национальной одежды своих земляков. Коллеги по творчеству отмечают не только высокий уровень ее работ, но и готовность делиться опытом. Многие мастера признаются, советы Марфы Оконешниковой помогли им в собственном творческом пути. С Марфой Васильевной я знакома давно. Еще когда я жила и работала в городе Мирном, приезжала сюда, в Якутск, на различные мероприятия, и как-то мы с ней познакомились на ежегодном фестивале «Якутия мастеровая». И с тех пор я следила за ее творчеством, потому что она искусная вышивальщица. И впервые, по-моему, одна из первых в Якутии шила бук-тахсон с вышивкой. Вышивка шикарная, и у нее замечательные руки. Она вообще очень интересный человек, замечательная певунья она еще к тому же. И в последние годы мы с ней общались по телефону в основном, так как жили далеко друг от друга, и давали друг другу кое-какие советы. И одну из последних работ она шила, проконсультировавшись со мной. И я с трепетом жду, когда она ее представит, чтобы оценить новую работу Марфы Васильевны. В День народного мастера столичные улицы были заполнены людьми в национальных одеждах. Традиционное шествие продемонстрировало результаты кропотливого труда умельцев и прошло в юбилейный 10-й раз. Мех и кожа, серебро и бисер. От богатства материалов и качества выделки разбегаются глаза. Раз в год увидеть костюмы всех народов республики можно в одном месте, где каждый с благодарностью отзывается о таланте мастера, чьими руками сделана одежда. Много ездил по стадам, охотничьим угодьям, рыбакам. И всегда в холодную погоду нас спасала такая одежда. Это мне шили мастера из села Костатым. Такой одежде на буране, на оленьих санях зимой не замерзаешь. Костюм сделан чисто из оленей шерсти, из камушек, из камушек. И интересная подошва сшита из маленьких таких частиц, которые имеются у оленя на пятках. В них не скользко, очень удобно. Показать наследие предков вышли делегации даже самых отдаленных районов республики, каждая со своим символом и колоритом. Я одет на традиционную якутскую одежду Батура. По велению Дагана Дархана Кабайская земля прородилась, его прородил Дого Батур. Костюм Дого Батура. Народный мастер Сафронеева Елизавета Константиновна шила. В нашей делегации сегодня принимают участие около 100 человек. Это карась, наш символ. Да. Кабайские люди богаты нашими озерами, реками, озерной культурой. И везде по нашему району водятся такие вкусные жирные караси. Мы с Оленевского района участвуем каждый год. Наши мастерицы. Все они мастерицы наши. А мою одежду шили в Оленьке. Это по линии матери сестра шила, а нижнюю часть у меня шила по линии отца. Это все настоящее, натуральное, рабочее, не театральное, ничего. Только олень
сделали для парада. Наши предки так жили. Почему они до этих времен выжили-то? В этой одежде можно без палатки, без ничего, месяцами можно ходить. Его не надо снимать дома, его на улице снимаешь и с улицы одеваешь. И в этом его прелесть. В центре внимания, конечно, сами умельцы, несущие в массы простую истину. Чтобы надеть национальный костюм, не нужен особый повод. Ведь такая одежда создается с учетом специфики региона. Поэтому она не только красивая, но еще и удобная. И этой мудростью мастера делятся с молодым поколением. Молодых мастеров собираю и это самое. Российские города, ну, с 2019 года мы туда ездим на мастеровой. И я в прошлом году заняла первое место из Якутии. И в дальнейшем мы будем ежегодно выступаем на мастеровой там и мастер-классы постоянно показываем. Завершилось шествие в ритме танца, объединяющим всех на просторах Якутии Осохаем. Организаторы надеются, что в следующем году у них получится масштабировать акцию. Результаты выставки ярмарки Якутии мастеровой у нас очень радуют, потому что появляется уже новое поколение мастеров, которые работают и в новой технологии, и в новых материалах, и подача работы очень хорошая, да. И в этом году особенно можем ответить выросшее исполнительское мастерство у наших ювелиров, да, резьбы по кости, по национальному шитью. И, конечно, это наши именитые кузнецы. По итогам праздника звание народного мастера республики присвоено 8 участникам. Еще 20 человек получили почетное звание мастеров народного художественного промысла. Конечно, я чувствую радость, счастье. Да, я очень люблю искусство, я очень люблю творчество, рукоделие и занимаюсь этим с самого детства. Я сегодня получила звание мастера народного художественного промысла. У меня изделие по валянию. А вот какая основная задумка этой работы? Ну, я свою работу назвала «Любовь», потому что здесь нарисован узор любви, 4 сердца. Да, я очень люблю такие конкурсы, потому что это объединяет в первую очередь мастериц. Мы все 3 дня очень хорошо поработали. Мы переняли их опыт, распространили свой опыт и так далее. Праздник завершился, но работа мастеров продолжается. В их руках не просто ремесло, а живая связь времен. И пока традиции передаются от учителя к ученику, культура народов Якутии будет жить и развиваться. Лилия Бурцева, София Мельникова, Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Артумен Неговицын, Джилустан Иннокентьев, Виктор Дьячковский, Якутск.